Это «Аргументы». В разгар лета поговорим о самом зимнем виде спорта – русском хоккее. Сегодня у нас в гостях главный тренер команды «Саяны» Евгений Рахтин. Здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас в студии заслуженный работник физической культуры и спорта России Константин Тюкавкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Владимирович, вот команда начала готовиться к новому сезону. Каким образом сейчас идет подготовка? Ну вот буквально уже 10 дней, как мы вышли из отпуска. Все идет по плану. Сейчас такой самый сложный для ребят, наверное, самый трудный период. Сейчас самая такая физические нагрузки очень серьезные. Поэтому идет, так сказать, фундамент тех физических кондиций, которые нам понадобятся в зимний период. Поэтому все ребята пришли в хорошем состоянии. Я доволен их как бы весовыми кондициями. Вот. И работа идет по плану. Буквально в начале августа, где-то в 10-х числах, мы выезжаем на сбор в город Красноярск, где уже будет специализированный сбор на льду на неделю. После этого возвращаемся мы домой. Буквально 5-6 дней дома, передохнем, что ли, как бы так, восстановительный небольшой сбор сделаем. И выезжаем уже в конце 25 или 26 августа, выезжаем уже на сбор в город Кемерово, где сбор потихоньку перетечет в Кубок России, который начнется с 31 августа по 9 сентября. Вот весь предыдущий период шло формирование команды. Вот что можно об этом сказать? Насколько это у нас сформировано? Костяк есть? Какие ребята будут играть в команде? Кто да как? Ну, костяк мы сохранили. Я считаю, это тоже такой немаловажный фактор, что все ребята, которые были в прошлом году, они все практически остались. Ну, есть и изменения. У нас, конечно, пришли 3 опытных к нам игроков. Это, значит, Вася Жаукенов, наверное, все знают. Это местный воспитанник. Он вернулся домой. Играл в прошлом году за Байкал-Энергию, полузащитник. Также в свое время играл в нашей команде Егор Егорычев, полузащитник, тоже играл он в Первоуральский, Зауральский трубник, будет защищать цвета команды Саяны на следующий. И также тоже был у нас в свое время, это Андрей Осипенков, это защитник, воспитанник тоже красноярского хоккея. Вот тоже играл за Мурманск в прошлом году, и в этом году вот изъявил желание опять вернуться в Саяны Абакан. Ну вот это новички. Плюс есть молодые, наши ребята перспективные, Галеев, Воробьев. Это из молодежной команды, которую мы сейчас привлекаем к тренировкам с основной команды. Надеемся, что они будут прогрессировать и составят конкуренцию нашим игрокам. Остальные ребята практически все остались. Те, кто играл в прошлом сезоне. По игрокам это все? Больше сюрпризов не будет? Кого-то, может, еще привлечете? Ну, вы знаете, я планирую. Но, опять же, если привлекать, то привлекать какого-нибудь, в общем-то, нам нужен нападающий хорошего уровня. То есть человек, чтобы именно помощник. Не брать кабы кого, да, а взять уж человека, который именно... Если будет на рынке такой игрок, то мы с удовольствием рассмотрим и усилим нашу линию атаки. Вот в минувшем сезоне одна из главных проблем была как раз нападение. Что вот не дорабатывали в этом вопросе. Как сейчас будете с этим? Ну, есть, конечно, уже понимаешь, сейчас опыт-то есть, и ребята поопытнее стали, да, и поиграли, и уже посмотрели, какие требования Суперлига предъявляет. Поэтому и с учетом этого и будем тренировки делать, и тактические занятия проводить. Но еще раз говорю, постараемся нападение еще усилить. Но Руслан Гавришков, он вырос? Ну, если брать ростовые показатели... Нет, вырос в профессиональном плане. Ну, я надеюсь, если он стал лучшим бомбардиром команды и довольно неплохо, я имею в виду, среди бомбардиров он, в принципе, не стал одним из тоже, там, я не помню точно, в десятку он там или в 15 бомбардиров вошел. В принципе, он растет, и я думаю, что в этом году должен прогрессировать еще больше. Вот если судить по составу команды, Саяны как выглядят на фоне других команд России?
Ну, вы знаете, сейчас в межсезонье прошла большая, так сказать, много было переходов, особенно в нижней части турнирной таблицы. То есть верхушка, она осталась примерно одинаковой. Там Хабаровск, Кемерово, значит, Водник, такие гранды, что ли. Они шестерка, она так примерно минимум. Динамо Москва, там Енисей. Они примерно так мало на трансферном рынке как бы действовали. А вот нижняя часть турнирной таблицы, то есть те команды, которые, я считаю, наши основные конкуренты и соперники, там, да, там вот Волга сильно обновилась, Мурманск сильно обновился, много молодых ребят. Ну, Киров, наверное, остался в том же составе Родина. Вот. Первоуральск тоже сильно обновился, тоже много молодых ребят. Поэтому будет интересный сезон. И я думаю, что мы уже на фоне того, что как выступили в прошлом сезоне, вы сами видели, что было несколько очень хороших конкурентных матчей. Я думаю, что в этом сезоне мы все равно постараемся в турнирной таблице, что ли, быть чуть выше. Константин Николаевич, вот подготовка, да, действительно началась командой. Что бы вы могли посоветовать, дать какой совет в плане того, как готовиться к новому сезону? Мысль в команде должна быть, особая мысль. Наша хакасская, задорная мысль победителя. Вот, к сожалению, такого не было. Были некоторые моменты. Очень здорово, мне понравилось, как они сыграли в Иркутске. Они очень здорово играли с красноярцами. Ну, и были и провальные игры. Поэтому надо с ребятами работать с их психологией и говорить о том, чтобы они боролись за каждое очко, за каждый полезный выход к воротам. Вот. И не боялись соперников. Если вышел сражаться, значит, сражайся. Они такие же люди, как и мы. Но вы сами об этом не один раз говорили на пресс-конференциях, что где-то, да, нас сложно обвинить в том, что мы не рвемся победить. Мы всегда рвемся, стараемся, но где-то чего-то как-то не хватает. И в основном порой не хватало именно психологии, была боязнь соперника как-то. Вот над этим как-то идет работа. Да, обязательно. Ну, мы же все время проводим занятия и в психологическом плане настраиваем ребят. Ну, понимаете, все это приходит с опытом. Все это приходит тогда, когда ты все время находишься в какой-то конкурентной среде. Когда ты играешь, когда ты противостоишь лучшим хоккеистам страны. Тогда когда у тебя это получается, тогда получается уверенность. Уверенность в себе тогда вырабатывается, как у нас говорится, психология победителя. Вот эта психология победителя, я согласен с Константином Николаевичем, что у нас это в Саянах это было утеряно. Утеряно, потому что мы ушли в низшую лигу, уровень мастерства чуть ниже, мы поднялись, а ребята, мы же в прошлом году, если вы помните, что мы только о том, что мы попали в Суперлигу, мы узнали в начале июля, а уже все ушло. Поэтому приходится опять работать над этим компонентом, прививать вот этот вкус победителя, да, ломать эту психологию, когда выходим, выходят там гранды, да, и мы уже боимся, что ли, их. Вот это, опять же, это процесс длительный. Его вот так вот раз быстро же не сломаешь. Поэтому процесс идет, ребята это понимают. И я думаю, что в этом году, с учетом того опыта, который у нас в прошлом году, и были, правильно сказали, что были провальные матчи, я надеюсь, что больше мы таких матчей, ну, или... Я скажу так, их будет как можно меньше. Была такая ситуация, помните, когда еще салют был прямо буквально над стадионом? По-моему, с Родиной играли. Ну, может быть, да. Выигрывали. Под конец все вообще перевернулось. Я считаю, что там просто несчастный случай. Мы выигрывали, мы должны были выиграть эту игру, и как бы это... Ну, опять же, тут все сложилось для Родины удачно и неудачно. Опять же, все дело в психологии. Где-то поверили, где-то подумали, что, ну, Родину-то мы обыграем. Мы их там обыграли, вроде в Кирове, да, на выезде. И вроде выйдем, ну, дома-то сейчас мы это. А это вот нельзя. Когда ты в спорте думаешь и заранее выигрываешь игру у соперника, то это чревато. И я знаю это сам по себе, сколько раз это было, и со мной то же самое. Даже в одной игре получалось так, что были перепады. Вспомните первую игру со Стартом, да? 4-1 первый тайм, ну, вроде как и что там, все. Раз,
и где-то спад во втором тайме. Все, 4-4. Вторая игра с Волгой Ульяновской. Все, ушли опять в спад, проиграли игру. Вроде Волга-Ульяновская наш соперник. Но опять же, каждому в голову не влезешь. И где-то, ну и моя в том числе, я ни в коем случае себя вины не снимаю, что где-то не доработал в этом моменте, где-то я ребятам не довел, что ли, до их головы, что в каждой игре нужно отдаваться полностью. В этом сезоне кто будет основными соперниками Саян? Это какие команды, если вот так сказать? Ну вот она у нас, она, в принципе, я сказал, шестерка, она как бы это отдельная элита, да, а все остальные 8 команд, вот я думаю, что вот это нам по силу. Когда Саяны были в высшей лиге, вы также были главным тренером команды, когда вас спрашивали, какая установка на сезон, вы говорили, побеждать в каждом матче. Сейчас, понятно, такое сказать сложно, но вот на этот сезон какая установка? Ну, я считаю, что нам по силам, если брать конечный результат, то по силам попасть в десятку на сегодняшний день. Вот это наша первоочередная в этом сезоне задача. Потому что я читал новости, то ли ошибся я, то ли не так написали, то ли я не так прочитал. То Уральский трубник планирует попасть в пятерку. Да, это было такое. Ну, понимаете, у каждого руководителя же свои цели и задачи. Но мне кажется, надо реально и адекватно оценивать свои возможности. Вот. Поэтому мы, например, с руководителями реально оцениваем возможности. Поэтому мы и сказали, что давайте, ребят, мы в этом году задача попасть в десятку. Вполне нам это по силам. Первоуральску попасть в пятерку, ну, на мой взгляд, опять же, я никого не хочу переубеждать, это их кухня, они сами там пусть разбираются. На мой взгляд, это нереально. В минувшем сезоне некоторые болельщики высказывали такую мысль, что надо главному тренеру нашей команды быть пожестче с игроками. Вы как думаете на этот счет? Ну, если они так считают, может быть, я не знаю, может, со стороны это как-то, но мне кажется, все должно быть в меру. Мне кажется, когда-то в меру я и жесткий, когда-то в меру я и добрый. Вот. Но из-под палки же никого нельзя заставить и заниматься спортом или играть в хоккей. Да? Нужна совокупность, как говорится, кнут и пряник. Поэтому я считаю, вот это актуально будет для работы тренера, когда есть и кнут, и пряник. Ну, вот парни сейчас, они вообще рвутся в бой, им интересно уже скорее выйти на лед, начать играть там. А вы знаете, любой хоккеист все время быстрее хочет на лед. И я в свое время, когда был, вот это такая работа тяжелая на земле, она так надоедает, что думаешь, да вот тут пару недель там побегал и скорее бы встать на лед. Но, к сожалению, так не получается. И для того, чтобы выйти на какой-то определенный физический уровень, чтобы потом тебе на льду было легко, нужно проделать определенную работу, нужно определенное время. Иначе потом ты просто можешь где-то сыграть хорошо, а потом выйти попасть в такую яму, что потом из нее выгребать будет очень тяжело. У вас такая интересная история личная в том плане, что вы сами играли здесь, тренируете уже много лет команду, сначала в высшей лиге, теперь в суперлиге. Но все-таки, наверное, для себя вы какую-то задачу ставите, чтобы вот вам в истории спорта Хакасии, хоккея Хакасии, вы кем хотите остаться? А вы знаете, мне уже, наверное, этой задачи, я и так думаю, что Константин Николаевич знает, что я и так в истории Хакасии неотрывная часть. У меня, понимаете, я же преемственность поколению. У меня папа играл в хоккей, Константин Николаевич знает. Володя, вот такой был защитник. Да, он хорошо играл в хоккей. Отсюда вырос торпеда со стадиона. Я сам со стадиона торпеда. Поэтому вот эта преемственность поколений, я не могу здесь работать плохо или как-то это, потому что, к сожалению, отец осенью ушел из жизни, и в память о нем я не могу работать плохо в Хакасии. Это мой родной город, моя родина, поэтому я думаю, что здесь мои корни. В мечтах есть такая мысль, что все-таки серебро, а может даже золото команда под вашим руководством возьмет? Вы же понимаете, конечно, мы ставим цели самые высокие. Но опять же, давайте реально смотреть на вещи. Да? Если мы будем поступательно действовать, если у нас будет стабильное финансирование, и мы постепенно будем идти к каким-то определенным целям и задачам, то мы, я думаю, добьемся. С моей это будет помощью, с чьей-то другой,
я буду очень рад, что если это будет при мне, я буду очень сильно рад и сильно доволен, что так получилось. Но если даже, ну, это же тренерская деятельность, она же, вы сами понимаете, сегодня ты выиграл, тебя все хвалят, проиграл, тебя все увольняют. Это же тут такая издержки профессии, что ли, я так скажу. Поэтому я надеюсь, что хакасский хоккей когда-то станет призером первенства России или чемпионата России по хоккею с мячом. Константин Николаевич, вы как считаете, вот чтобы прийти к этому результату, стать именно чемпионами, сколько надо трудов вложить, сколько сил? Для меня этот вопрос простой в настоящее время. Значит, деньги будут, купил лучших игроков, вот сделай команду однодневку, которая будет чемпионом в этом году, а в следующий год пусть там и трава не растет. Так нет. Ну, Поэтому уральский трубник и заявил, у него, наверное, деньги есть, купит сейчас игроков, так достойных, сделает, выполнит свою задачу, тренер получит по заслугам, и все будет здорово. Видите как? Сейчас не советское время, сейчас трудное время. Без денег ничего не сделаешь. Не знаю, вы меня поддерживаете или Я нет. согласен. Как-то- Почему? Потому что каждый игрок, он же знает о том, что у него одна жизнь. Надо ему получить хорошую зарплату, так? Обеспечить семью. И для этого что нужно сделать? Надо найти ту команду, где побольше платят. И они уезжают. Евгений Владимирович знает, сколько наших лучших игроков уехало. В том числе и он уезжал. Вот. Уезжал. И для того, чтобы без денег добиться чего-то, я считаю, нереально. Не знаю как. Но все-таки стремиться-то к этому надо. Стремиться надо. И, кстати, такое стремление у нас есть. Хотите, я приведу пример. Значит, накануне Дня Победы Министерство спорта Хакасии совместно с Федерацией организовали большой серьезный праздник. И на этот праздник приехали и ветераны, на этот праздник приехали дети, пришли родители. Ну, в общем, было торжество на благо русского хоккея. Не просто хакасского, а вообще на благо русского хоккея. Вот таких мероприятий мы должны проводить как можно больше. Почему? Потому что все те, кто побывал на этом мероприятии, они ушли с радостью. Ну, многие команды с детьми приходили, меня просили, что я с ними сфотографировался, обнял, поцеловал. Это все. Вот это здорово. Такие мероприятия надо проводить. И спасибо нашему министерству, спасибо всем тем людям, которые принимали участие в этом. Константин Николаевич, вот такой еще момент. Вы сами с этим сталкивались. Вот сегодня финансовая ситуация не очень простая. Если вдруг, всякое бывает, но мы не сможем участвовать в Суперлиге по финансовым причинам, что тогда будет с хоккеем в Хакасии? Ну, такого не должно быть. Почему? Потому что, во-первых, значит, властью руководят у нас молодые люди. И Коновалов, и Сокол. Это значит, они умные, значит, перспективные, значит, они болеют за Хакасию. И вдруг они возьмут и сдадутся? Нет. Кто им позволит это? Общественность не позволит. Просто они попадут в позорную яму. Команда должна быть. Почему? Потому что это русский хоккей. И неужели мы русский хоккей будем хоронить? Не должно такого быть. Никто даже думать об этом не хочет. Надо делать все, чтобы команда сохранилась. И есть люди, с которыми нужно работать, которые нам всегда поможет. Вот когда пришел покойничек у нас Виктор Михайлович, помните? Зимин. Я к нему зашел и сказал, говорю, Виктор Михайлович, если вы не будете работать со спонсорами, если вы не будете работать с ААЗом, значит, сами вы не потянете. И тогда работа со спонсором поставлена очень здорово. Во-первых, работал хорошо в этом отношении Владимир Николаевич Тыгашев.
Спасибо, Владимир Николаевич, если ты меня слушаешь. Значит, Шпигальский Юрий Александрович. И вот была команда, были результаты, было все. Но случилось такое, что в финансовых кризисах эти связи были потеряны. Ну, сейчас-то надо их находить, надо восстанавливать, и надо делать все для того, чтобы флагман хакасского спорта жил. В истории Саян такое уже было не один раз, что мы из Суперлиги возвращались в более низшую лигу. Вот если вдруг это опять получится, к чему это может привести? Мы потеряем, во-первых, игроков, во-вторых, мы потеряем качество игры, мы потеряем стимул. Дети-то равняются на кого? На игроков, на лучших. Они хотят играть в команде мастеров Суперлиги. Вот поэтому тут вопрос такой, что об этом даже думать нельзя. Надо делать все, чтобы команда была сохранена. Евгений Владимирович, вот такой... И самое главное, наше руководство должно прислушиваться к мнению главного тренера. А вас слушают, нет? Ну, мое руководство слушает меня и Ну, это уже прислушивается. Да. В минувшем сезоне прослеживалось, что такая была красивая, такая, можно даже сказать, интеллектуальная игра. То есть брали не нахрапом, а как-то вот пытались играть так, красиво. Интересно было на это смотреть. Вот в этом году это продолжится, и, может быть, какие-то секреты раскроете, какие-то добавятся, такие фишечки тренерские? Да нет таких особых секретов-то у нас нету. Да, я просто прививаю стиль комбинационной игры. Мы должны обыгрывать команды. Мы не должны их перебегивать. Это невозможно сейчас в спорте, потому что все готовятся, все тренируются, все физические ребята готовы. А вот именно обыграть соперника, преподнести какой-то свой стиль в хоккее с мячом. Вот за счет вот этого, я думаю, что мы должны и дальше прогрессировать, и я думаю, будем работать в этом направлении. В командных видах спорта большая роль отводится капитану. Он координирует работу на поле. Как правило, в хоккее с мячом капитанами становятся нападающие. Но Саяны, пожалуй, одна из немногих команд, в которой капитан, он же вратарь, Владислав Отапин. Владислав, как ты считаешь, вот насколько работоспособна эта схема, что вратарь стал капитаном? Ну, слушайте, это не обязательно, да, нападающий, полевой игрок. Не обязательно капитаном должны являться именно плеймейкеры на поле. Много же известных личностей, например, Игорь Акинфеев, да, футбола, он тоже капитан и в ЦСКА, и в сборной был капитаном. Не знаю, просто ребята доверяют. Задача на поле выполнять установку тренера и все. Просто подсказываешь им. Да, еще говорят-то, что вот о чем, если капитан в обороне, значит команда играет от обороны. Если он нападающий, значит от нападения. И это не так. Не знаю насчет этого высказывания, но вратарь в хоккее, да, он может как и начать игру, атаку, то есть быструю контратаку, так и в обороне помогать, да, пластаться ребятам. Они тоже очень много на себя принимают, но мое дело простое. Главное в нужном месте находиться и все. Ну, в общем, самое главное, чтобы капитан был лидером. Лидер, да, должны быть лидерские качества на поле и вне поля тоже, как сказать, организовывать жизнь вне поля команды тоже. Какая-то часть вот ложится, да, на мои плечи. Спасибо, успехов вам. Спасибо. В хоккей играет голова, все остальное прилагается, все идет от головы. Ну и вот хочу Константина Николаевича тоже поддержать, что да, и финансово это тоже немаловажное значение имеет. Как сказал один великий тренер, правда футбольный, да, он сказал, что деньги в игры не играют, но без денег ты ничего не выиграешь. В завершении программы что могли бы сказать, закончить сегодняшнюю нашу тему? Константин Николаевич, пожалуйста, вам слово. Ну, что я хочу сказать. Главное, что и у болельщиков, и у руководства нашей республики есть вера в тренера, есть вера в команду. И я хочу, чтобы вот эту веру они оправдали и радовали зрителей. Все. Евгений Владимирович, пожалуйста. Я просто хочу пригласить в этом сезоне на хоккей всех болельщиков, всех, кто переживает за команду, кто болеет за нашу команду. Ну и надеюсь, что мы в этом году, хорошо подготовившись, не подведем и выступим
достойно. Ну, вот на самом деле, кстати, вот еще любители хоккея, вот несмотря на то, что не все любят зиму, но многие в ожидании зимы, потому что придет праздник русского хоккея. Вот хотелось бы, чтобы на самом деле Саяны нам в этом новом сезоне подарили тот самый праздник, которого все болельщики Хакасии ждут. Ну, я, безусловно, согласен с вами. И я думаю, что и ребята это прекрасно понимают и с нетерпением ждут зимы, чтобы любителям хоккея подарить праздник. Спасибо за участие в программе. Саяны вперед! Это была программа «Аргументы». Мы выходим в эфир, чтобы откровенно говорить о жизни в Хакасии. Спасибо, что были с нами.